Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Вице-президент Бадыр Агунба вручил председателю Совета старейшин Карачаева-Черкесии Абу Юсуфу Банову орден Ахтзапша третьей степени. Суд вынес решение по делу об амнистировании Астамура Джопуа. В Сухуми прошел круглый стол, посвященный началу Отечественной войны народа Абхазии. В Новом Афоне на сегодняшний день стопроцентная загрузка отелей. Какие впечатления от отдыха у туристов и можно ли говорить об удачном сезоне? Вице-президент Бадыр Агунба вручил председателю Совета старейшин Карачаева-Черкесии Абу Юсуфу Банову высшую государственную награду республики орден Ахтзапша третьей степени, которым он награжден за заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и КЧР и активную общественную деятельность. Во встрече также принял участие председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Дума. Абу Юсуф Шахимович с начала грузино-абхазской войны принимал самое активное участие в отборе добровольцев и их подготовке, а затем направлении в Абхазию. Сопровождая добровольцев, он 9 раз переходил российско-абхазскую границу по горным тропам через перевал Дамхурц. При его непосредственном участии в ауле Хабез была подготовлена база по размещению прибывающих добровольцев. С аула Хабез в Абхазию доставляли продукты питания, перевязочные материалы, а обратно вывозили беженцев с блокадного города Тхуарчал, раненых и тела погибших бойцов. После окончания войны Абу Юсуф Банов с помощью своих друзей и близких организовывал сбор и доставку более 260 тонн различных продуктов питания в Абхазию. 35 выпускников школ Абхазии по его личной просьбе были приняты в различные вузы КЧР, КБР, Адыгеи. Вся его деятельность направлена на сближение братских народов КЧР и Абхазии. Абу Юсуф Банов – кавалер ордена Леона. В настоящее время является председателем Карачаево-Черкесской региональной общественной организации «Совет старейшин черкесского народа». Хочу еще раз поблагодарить вас за вашу поддержку республики, нашей республики в самый тяжелый период, в период Отечественной войны народа Абхазии. Вы всячески были рядом с народом Абхазии, поддерживали. И до сегодняшнего дня мы, конечно же, эту поддержку чувствуем. Высшее руководство страны, Аслан Георгиевич Бжаня, подписал указ о награждении вас орденом Ахтзапша третьей степени. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу вас также поздравить, поблагодарить вас за вашу деятельность. Я уверен, что эти братские отношения только будут прирастаться на благо народов и России, и Абхазии. Спасибо вам большое за ваш вклад. Я хочу поблагодарить всех, которые посчитали маленький, незаметный самому этот вклад, так высоко вы оценили. Вам спасибо огромное. Спасибо Совету старейшин Аполлону Несторовичу и всем тем людям, которые ходили вот это. Я даже не знал. Когда мне позвонили, мне даже было как-то неудобно или, как говорится, испугался. Так получилось. Это вам спасибо. Спасибо руководству государства, признанного сегодня, пусть так, любимого моего, Абхазии моей. Я очень люблю эту страну, этих людей, это мои братья, сестры. Поэтому я не считаю, что я что-то сделал. Это я себе сделал, никому, если что-то получилось. В дальнейшем, конечно, мы сегодня встретились, поговорили, что планы свои в дальнейшем и общения для того, чтобы принести пользу и там, и здесь, для молодежи, для всего этого. Поэтому я вам благодарен за все. Будем встречаться, Совет старейшин Карачаево-Черкесии и Абхазии вместе с молодежью, и будем выстраивать новые отношения. Я лично очень рад, Абу, дорогой мой, от души поздравляю, здоровья, счастья, на благо наших народов.
Программу экономического развития Абхазии и обеспеченности республики необходимыми ресурсами для ее реализации за счет бюджетного и банковского потенциала обсудил премьер-министр Александр Анкваб с вице-премьерами Кристиной Узган и Владимиром Делба, а также председателем Национального банка Бесланом Баратели. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Речь шла об исполнении плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проведенной в 2021 году федеральным казначейством проверки использования средств российской финансовой помощи за период с 2019 по 2020 годы и первое полугодие 2021 года. Кроме того, в правительстве обсудили инвентаризацию численности работников бюджетной сферы и подготовку дорожной карты поэтапной оптимизации численности бюджетной сети, а также ход реализации текущей инвестпрограммы. Суд вынес решение по делу об амнистировании Астамура Джопуа. Осужденному в амнистии отказано. Ранее сторона обвинения МВД Республики предоставила суду документы о том, что Министерство внутренних дел не располагает сведениями об участии Астамура Джопуа в военной операции по освобождению Кадорского ущелья в 2008 году. Именно заявление об участии Джопуа в освобождении Кадорского ущелья, ранее предоставленное адвокатами осужденного, стало поводом для запроса об амнистировании со стороны Джопуа. О том, как проходило рассмотрение дела, в репортаже Рады Чачава. Астамур Джопуа отбывает 20-летний срок в исправительной колонии строгого режима за преступление, некогда потрясшее всю страну – изнасилование несовершеннолетней. После принятия Народным собранием в 2020 году постановления об амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Абхазии, Джопуа подал прошение в комиссию МВД об амнистировании. Основанием для прошения стала справка, предоставленная суду, в которой утверждалось, что он принимал участие в боевых операциях на территории Абхазии в 1998, 2001 и 2008 годах в составе батальона «Урал» и был призван для участия в операции по освобождению Кадорского ущелья. В ходе судебных заседаний было выяснено, что Министерство обороны не располагает никакими сведениями об участии Астамура Джопуа в освобождении Кадорского ущелья. Представителям осужденного было предложено мирное соглашение ввиду отказа от исковых требований. Однако адвокаты Скнарин и Таня, представляющие интересы Джопуа, направили в суд ходатайство о приостановлении рассмотрения административного иска до установления юридического факта. От представителей ответчика МВД РА поступили сведения из Министерства обороны Республики Абхазия и архива Министерства обороны об отсутствии у них данных списков участников проводимой операции в Кадорском ущелье, в том числе и в отношении Джопуа. Однако в материалах данного дела имеется документ, подтверждающий обратное. В связи с этим мы вынуждены обратиться в суд с заявлением об установлении факта участия Джопуа в военной операции 2008 года в Кадорском ущелье. В связи с вышеизложенным на основании статьи 197, часть 1, пункт 4 Закона Республики Абхазия об административном судопроизводстве просим вас приостановить рассмотрение данного иска до принятия решения судом по установлению юридического факта. 8 августа 2022 года. Представители Джопуа Таня и Скнарин. Представители ответчика МВД и заинтересованной стороны Генеральной прокуратуры не поддержали ходатайство, указав на нецелесообразность приостановки дела. Присутствуют ответы из Министерства обороны, где четко сказано о том, что Джопуа Астамур Северянович не принимал участие. Архив не располагает данными об его участии. В данном ходатайстве в категоричной форме прокуратура генеральная не согласна, ввиду того, что считаем, что само по себе ходатайство является затягиванием процесса. Более того, для прокуратуры не имеет значения, принимал участие или не принимал участие в боевых действиях. Мы считаем, что даже при наличии участия в боевых действиях он не является субъектом постановления Народного собрания. Выслушав мнение административного ответчика и заинтересованной стороны, а также учтя приобщенные к материалам дела доказательства из Министерства обороны, судья Екатерина Тыркба отклонила ходатайство стороны истца, ссылаясь на отсутствие заявления в суд от представителей Джопуа об установлении юридического факта участия осужденного в военной операции по освобождению Кадорского ущелья в 2008 году. Из поступившего в суд ходатайства о приостановлении рассмотрения административного иска не усматривается о наличии заявления в суд об установлении юридического факта участия Джопуа в военной операции
по освобождению Кадорского ущелья в 2008 году, что являлось бы подтверждением требований, указанных в ходатайстве о приостановлении производства по административному делу. Таким образом, суд приходит к выводу о наличии злоупотребления своим процессуальным правом и явно направленным на затягивание судебного процесса. В ходе прений сторон представители МВД и заинтересованной стороны Генеральной прокуратуры заявили, что, учитывая установленный в ходе судебных заседаний факт отсутствия данных об участии Астамура Джопова в освобождении Кадорского ущелья, само исковое заявление является несостоятельным, а приговор, вынесенный Джопову в 2018 году, справедливым. Что мы являемся заинтересованной стороной не в связи с этим, что мы осуществляли надзор или не согласны с кем-то, а в связи с тем, что мы настаивали на справедливости вынесенного наказания. Честно говоря, сама по себе амнистия распространилась на такой круг лиц, которым бы, действительно, вот и общественность, которая здесь собралась, возмущена о том, что действие амнистии распространяется на лиц, которые совершили особо тяжкие преступления, в то время как лица, которые совершили небольшой и средней тяжести, под нее не попали. Что касается наличия либо отсутствия у Джопова справки об участии в войне, участии в военных действиях, кадорских событиях 2008 года, как представителя Генеральной прокуратуры, никакого значения не имеет. Мы настаиваем на том, чтобы в случае принятия решения об отказе в удовлетворении исковых требований основополагающим было заложено то, что он не является субъектом амнистии. В ходе судебного заседания Даур Амичба также заявил, что подлинность справки, предоставленной ранее Джопова и утверждающей его участие в кадорских событиях, вызывает сомнения. Мы считаем, что и справка, которая уже по самому внешнему виду также вызывает какие-то сомнения, потому что указана фамилия одного лица, вместе с тем стоит прочерк, который означает, что лицо, которое указано в самой справке, ее не подписывал. В этой части мы также просили бы суд направить материалы соответствующие для проведения прокуратурой Чимчирского района соответствующей процессуальной проверки о том, кто ее выписал и насколько она выписана законно. В итоге суд постановил отказать Астамуру Джопову в амнистии. Сам осужденный, как и его адвокаты, на судебном заседании не присутствовали. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Музее армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот» прошла жеребьевка команд конкурса «Арми. Танковый биатлон». Абхазия будет выступать во втором дивизионе вместе с Южной Осетией, Сирией, Таджикистаном, Ираном, Зимбабве, Лаосом, Мали, Мьянмой, Суданом. Всего в конкурсе будет участвовать 21 страна. Команды будут соревноваться в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на российских танках. А для участников международного конкурса «Специальный рывок» была организована экскурсия в Сергиев Посад. Военнослужащие Вооруженных сил Абхазии посетили также экспозицию военно-исторического зала Центрального офицерского клуба, на которой представлены военные артефакты, работы современных художников, предметы русского народного быта. Завершилось мероприятие концертом коллективов участников международных армейских игр. На сцене Центрального офицерского клуба выступили ансамбли песни и пляски из Абхазии, Вьетнама, Армении, Камеруна. Международный этап конкурса «Специальный рывок» пройдет с 17 по 26 августа. С 1 по 8 августа в республике выявлено 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находится 23 пациента. Музей боевой славы имени Ардзенба прошел круглый стол, организованный Центром стратегических исследований при президенте республики. Встреча была посвящена началу Отечественной войны народа Абхазии. Все подробности в репортаже Эсмы Гуладзе. Что предшествовало Отечественной войне народа Абхазии? Как общество сумело консолидироваться накануне конфликта? Каковы были начальные этапы организации обороны? В чем заключались поддержка со стороны народов Северного Кавказа и действия диаспоры? Эти и другие темы обсуждались на круглом столе, посвященном началу Отечественной войны народа Абхазии. На нашей встрече присутствуют люди, которые принимали непосредственное участие и самое активное участие во всех событиях, имевших место накануне войны и в ее ходе. Мы услышим ценнейшие свидетельства очевидцев и участников тех судьбоносных событий, итогом деятельности которых стала победа нашего народа в этой тяжелейшей войне и как результат воссоздания независимого абхазского государства.
Победа народа Абхазии была бы невозможна без сплочения всего народа, без умелого и решительного руководства ее выдающегося лидера Владислава Ардзинба, без самоотверженности бойцов абхазской армии, не щадивших жизни в борьбе за свободу страны, без бескорыстной помощи братских народов Северного Кавказа, адыгов, абазин, чеченцев, осетин, дагестанцев, поддержки абхазской, черкесской диаспоры во всем мире, без помощи добровольцев из России, Приднестровья, Южной Осетии. Все эти усилия слились в единый кулак, который в конце концов отбросил врага за пределы священной территории Абхазии с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. Депутат парламента Леонид Лакербай рассказал о событиях, предшествовавших войне, и отметил переломные этапы национально-освободительной борьбы абхазского народа. Другим событием важным я бы отметил тот сход, который имел место 18 марта 1989 года, Лыхненская так называемая сход, который принял обращение. Абхазия должна быть самостоятельной республикой. А 9 апреля 1989 года, значит, в Тбилиси прошел митинг. Главная цель этого митинга была фактически ликвидация абхазской автономии. И вот показательно то, что говорил Звят Гамсахурдия, что абхазской нации вообще не существует, что мы поможем им самоопределиться на родине, на Северном Кавказе, туда, откуда они пришли. То есть идеи Ингорокова в новом освещении были преподнесены господином Гамсахурдия. Одним из значимых событий национально-освободительной борьбы стало создание Народного форума Айтгалара. Организация объединила практически все народы, жившие в Абхазии, а также все общественно-политические организации, кроме грузинских. Создание Айтгалара – это был процесс, который в период, когда началась вот эта перестройка, и появились новые надежды на справедливое решение вопросов национальных наших, которых в течение многих лет стояли перед нашим обществом. Вот эта организация – итог длительной вот этой борьбы всего абхазского народа, многих поколений. О планомерной антиабхазской политике со стороны Грузии рассказал общественный и политический деятель Сократ Джинджолия. Почему им нужно было начать войну? Вы помните отношения наши с грузинами в течение многих веков. Они складывались по-разному, тут историки знают, лучше меня могут сказать. Но все вело к тому, что наше присутствие на нашей земле, Абхазии, для них было большим несчастьем. Они хотели освободить эту землю от абхазов. Делали все для того, чтобы, вспомните, даже вот период, который близок к нам, Советскому Союзу. В 1921 году СССР Абхазия была, в 1921 году. Через месяц буквально она стала договорной в составе Грузии. Ну, какие-то права остались там. В 1931 году, через 10 лет, Абхазию вообще лишили всяких этих прав и сделали автономной республикой. Это единственный народ, единственная республика, статус которой постоянно понижался. О попытках грузинизации Абхазии рассказал общественный и политический деятель Натейла Акаба. Я работала в Абхазском государственном университете, преподавала всеобщую историю. И там было 3 сектора, наверное, вот многие люди знают, русский, абхазский и грузинский. И вдруг грузины, вот когда вот эти начались такие антиабхазские у них настроения, они потребовали, чтобы создали грузинский университет в Сухуме. И они обратились к властям грузинским, и они согласились. И решили открыть в Абхазии филиал Тбилисского государственного университета. И очень это нас тревожило, потому что, как вы, наверное, многие знаете, тогда уже давно был открыт, еще в 1952 году, Грузинский институт субтропического хозяйства. Это то, в помещении которого сейчас находится Абхазский университет. И это привело к тому, что в Грузию, в смысле из Грузии в Абхазию переехали более 4000 человек. На встрече выступали и другие общественные и политические деятели, непосредственные участники и свидетели событий, предшествовавших войне. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Камила Джопо, Абхазское телевидение.
Расширенный репортаж с круглого стола, посвященного началу Отечественной войны народа Абхазии, смотрите в нашей программе 10 августа. 14 августа в Абхазском государственном драматическом театре состоится концерт «Реквием», посвященный трагической дате начала Отечественной войны народа Абхазии. Гостей и жителей республики ждет уникальное событие. Первое исполнение абхазского реквиема Надара Чанба на стихи Гунды Сакани. Сочинение посвящено жертвам Кавказской войны. Наряду с классическими инструментами, скрипкой и флейтой, композитор дает возможность услышать аутентичное звучание традиционных народных инструментов Абхерца и Аджарпана. Начало концерта в 16 часов. Вход свободный. Курортный сезон в разгаре. Большая часть туристов сейчас базируется в Западной Абхазии. В Новом Афоне на сегодняшний день стопроцентная загрузка отелей. Какие впечатления от отдыха у туристов и можно ли говорить об удачном сезоне? Наша съемочная группа выехала на место и пообщалась с ательерами и отдыхающими. Репортаж Сарии Кварцхелия. Удивительный и неповторимый Новый Афон привлекает отдыхающих мягким климатом, ласкающим теплым морем и интересными достопримечательностями, которые не только отражают особенности местной природы, но и являются живым свидетельством древней истории города. Большая часть курортников сейчас базируется здесь, в Западной Абхазии. Появились новые места для отдыха, меняется сама инфраструктура. На сегодняшний день в Афоне стопроцентная загрузка. Туристы в нынешнем сезоне предпочитают для отдыха отели среднего и высокого класса, где представлено трехразовое питание, бассейн и развлечения для детей. Атмосфера нравится, отель нравится. Второй год приезжаем, так все, кто тут работает, мы уже с ними подружились. Нам очень нравится это. Чисто, комфортно. Нет вопросов вообще. У вас какой номер сейчас стандартный? В том году брали дуплекс. Сразу говорю, мы берем за полгода, бронируем. В этом году стали бронировать зимой. Уже дуплексов нету. Пришлось, да, стандарт брать. Но мы заплатили за 2 недели. Мы тут 130 тысяч. Отель подорожал в 2 раза. Ольга Матюшева с семьей остановилась в отеле «Абаш», расположенный в самом центре города, между пещерой, водопадом и комплексом Новоафонского монастыря. Здесь около 50 номеров, и все они заняты. У нас люкс номера, стандартные номера, двухэтажные, то есть первый этаж и со вторым этажом. Один стандартный номер сколько у вас стоит? Ну, на данный момент оно будет примерно стоить около 10. А люкс? Точно так же. Опять-таки в зависимости, который включается завтрак или обед, или ужин, если этого нету, то оно меньше будет. Если оно все включено, то больше будет. А в отеле «Грифон», который, по мнению туристов, является примером традиционного абхазского деревянного строительства с элементами современной архитектуры, заполнено 70% номерного фонда. Стоимость стандартного номера в сутки 3200 рублей, люкс от 4000 рублей. Чисто, уютно, хорошо. Прям. Ну, единственное, что очень слышимость. Прям, если наверху бегают, если сбоку там чихают, кашляют, слышимость очень. А так хорошо, прям такой деревянный стиль, красивый. Гостиница очень мне нравится, все чисто, аккуратно. Ну, прям супер. Ну, не знаю, мне очень понравилось. Хотя мы такие капризные, на 10 дней. Отель «Гранд Афон» открыл свои двери для первых гостей в 2017 году. За 5 лет работы отель зарекомендовал себя как прекрасное место для пляжного и экскурсионного отдыха. Просто блестяще. Очень хорошая администрация, хорошо встречает, хорошо все. То есть, ну, мы пока очень довольны. Я впервые ощутил вот этот субтропический климат, который нам не хватает Питерсона, потому что здесь абсолютно другое. Я себя здесь всегда чувствую, как рыба в воде. Вся инфраструктура отеля расположилась в одном здании. Со 2 по 6 этажи находятся комфортабельные однокомнатные номера. На сегодняшний день отель заполнен. Здесь проживает 140 человек. На 7 этаже находится столовая и бассейн. Бассейн у нас с подогревом 26 градусов. Питание у нас двухразовое, шведский стол, завтрак и ужин. В отеле «Гранд Афон» мы пообщались и с организаторами экскурсий. Самые популярные направления у туристов, конечно же, озеро Рица, Новоафонский монастырь и пещера. В среднем в день на экскурсию записываются до 20 человек. Очень много любят активный отдых, это джипинги. Как бы сильно пассивные люди все-таки выбирают активный отдых.
То есть им нужен экстрим, горы. Если говорить про номерной фонд, то единовременно в Новом Афоне могут проживать 2500 туристов, а вот близлежащее село Псырцка может принять ориентировочно более 2000 человек. Что касается безопасности, как и во всех районах, так и в Афоне сотрудники правоохранительных органов работают в усиленном режиме. На данный момент план налоговых платежей выполнен на 100%. Если брать, допустим, по сегодняшний день, то предельно хорошо, наверное, идет поступление налогов. В целом по району на данный момент, наверное, порядка 150% исполнения бюджета. Но это вот как бы на начало августа. Ну, еще у нас 2 месяца порядка, там август-сентябрь рабочих. Я думаю, в этом отношении еще будет у нас прибавление в бюджет. Знаменитая на весь мир Новоафонская пещера – один из самых посещаемых объектов в республике. У кассы скапливаются очереди. Все спешат поскорее приобрести билеты и попасть в таинственную карстовую полость. Это что-то потрясающее. Эти залы, вот эти вот натечности, подсветка замечательная, то есть там воображение, если разыгрывается, то можно увидеть целый спектакль. За этот период пещеру посетили 221 тысяча человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47 тысяч меньше. В прошлом году на сегодняшний день 133 миллиона с небольшим там хвостиком, а сегодня 148. У нас идет опережение по деньгам ввиду того, что с мая месяца у нас было поднятие цены. Если говорить о том, повлияло ли поднятие цены на посещение, судя по анализу, можно сказать нет, потому что до мая месяца у нас был провал по посещаемости. А после мая начала как бы выравниваться ситуация. Экскурсии в Новоафонскую пещеру комфортны и безопасны. Стоят они 700 рублей. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде. 3 минуты езды, и перед взорами туристов открывается таинственный и прекрасный мир подземного царства. Внутри пещеры все перила заменены на нержавеющую сталь. Касаемое подвижного состава, сам подвижной состав у нас в хорошем состоянии, но касаемое самой железной дороги, верхнего и нижнего, как бы там он классифицируется по 2 группам, и рельсы, и крепления, надо сделать заново. По окончанию туристического сезона здесь планируется завершить все работы по реставрации фасада. Проект и смета уже подготовлены. Сария Кварацхеля, Раму Камки, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в среду 10 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков. Со второй половины дня в высокогорных районах Абхазии пройдут кратковременные дожди с грозой. На побережье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем 28-33. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.